Россия отмечает День неизвестного солдата. Сегодня на мемориале памяти и славы разместились пункты по приему заявлений о пропавших родственниках. Они поют о высоком. Вечер нашидов состоялся в Назране. В акции участвовали гости из соседних регионов. Турнир поколения. Ветераны и новички участвовали в соревнованиях по шахматам в Троицком. Побывал наш корреспондент. На телеканале «Ингушетия» информационная программа «Новости 24». Здравствуйте. Глава Ингушетии проверил организацию подготовки к предстоящей ярмарке, которая уже завтра представит высокий ассортимент сельскохозяйственной продукции для жителей и гостей республики. Руководитель субъекта поручил министру сельского хозяйства отслеживать ценовую политику, качество предоставляемой продукции и соблюдение правил реализации. Ожидается, что в ярмарке примут участие сельхозпроизводители всех районов республики, предприятия пищевой промышленности, а также владельцы личных подсобных хозяйств. Горожанам и гостям столицы предложат широкий ассортимент овощей, мяса, молочных продуктов, меда, копченостей и другие продовольственные товары. Сегодня вся страна отмечала День неизвестного солдата. Это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной, но и дата, которая объединяет всенародную память о погибших и пропавших без вести во время войн. В Малгобеке вспоминали участников Второй мировой войны. Жители города почтили память погибших военнослужащих минутой молчания и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Из города воинской славы наш корреспондент. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Именно с таким девизом в парке Малгобека собрались представители администрации города, воспитанники военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и жители. Перед собравшимися выступил заместитель главы администрации города Мурат Кадзоев. Он еще раз напомнил о тех неизвестных солдатах, которые во время Великой Отечественной войны отдали жизнь, защищая нашу родину от немецких захватчиков. Таких могил, вы знаете, очень и очень много. Война была кровопролитная, солдаты отдавали свои жизни за то, чтобы мы могли как сегодня жить, созидать, развиваться. За годы Великой Отечественной войны более 20 тысяч уроженцев Ингушетии ушли на фронт. Из них 6510 героически погибли, защищая родину. Всего же более 120 тысяч бойцов Красной Армии полегли на полях сражений под Малгобеком. Жители города воинской славы почтили память защитников Родины минутой молчания. Для юноармейцев, присутствующих здесь, особенно важно, как для подрастающего поколения, знать как можно больше о прошлом великой страны и о подвигах малгобекчан. Их подвиги являются примером для всей молодежи, и погибли они все не зря, потому что сегодня мы живем все под мирным небом и можем наслаждаться жизнью. В первую очередь мероприятие, конечно, было направлено для военно-патриотического воспитания молодежи, чтобы они знали, что какие тяготы приносит война, что сегодня наши родственники, наши деды, которые так и остались лежать в землях неизвестными, чтобы их подвиг был известен сегодня. После завершения мероприятия его участники вместе с нашей съемочной группой отправились к семье Игиева, проживающих здесь же в Малгобеке. Хозяин дома Курейш Игиев долгие годы после войны пытался отыскать своего отца Алихана Игиева, который ушел на фронт еще в 1942 году и не вернулся. Ему сейчас 73, и он не теряет надежды узнать хоть какую-то информацию о нем. Что он похоронен в общей могиле где-то, точно день родится. В школе и в военной форме он. Солки шинели, бальмисини, шинели, пилотки, звездочки. А уже, когда уже повзрослел я, жена бальбейшан, точно с бальбейшан. Также наша делегация побывала в доме ветерана Великой Отечественной войны Алаудина Бапиновича Шадиева. Представители администрации города вместе с юнармейцами пообщались с ним. Встреча была войск немецких, войск советских. И вот немецкие войска, как обычно на фронте, были готовы во всем, а наши даже при встрече. После того, как я послушал историю ветерана, она была очень интересная история. Он рассказал, что он работал пограничником, воевал на фронте.
Мне кажется, эта история мы должны взять как пример, как должны люди защищать свою родину. Вот этот танк, установленный при въезде в городе Малгобек, до сих пор служит символом тех времен, когда ветераны Великой Отечественной войны отдавали свои жизни во имя будущего нашей Родины. И мы, молодое поколение, должны помнить и чтить их героические поступки. Михаил Тангиев, Халаш Гойгов, Новости 24. Ко Дню неизвестного солдата на мемориале памяти и славы прошла акция. Там под руководством поискового отряда разместились мобильные пункты по приему заявления о пропавших родственниках. Слово нашему корреспонденту. Сегодня на мемориале памяти и славы можно встретить людей разных профессий и возрастов, которых объединяет одно общее дело – поиск пропавших солдат. Подать заявление пришли десятки людей, в том числе Магомед Миржоев, или, как называют его родные, Владимир Миржоев. Мужчина родился в Казахстане, куда был депортирован его отец в 40-х, а своего дедушку Магомед видел лишь на фотографиях в семейном альбоме. О его судьбе не знает никто из родных. Он пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Уже много лет Магомед ищет любую весточку о нем. Я знаю, что он был кадровый офицер, видел его фотографию еще в возрасте 10 лет, примерно 9 лет, может, 8 лет. Так вот, в памяти у меня осталось это, что вот офицер, портупея, на нем, значит, это фуражка, портупея, ремень офицерский, вот это я помню, фотографию такую. Да, всего лишь на все это. Знаю, что его звали Михаил, фамилия Баранов, а вот имя или прадеда я не могу сказать. Последняя надежда мужчины – это то, что поисковой отряд Ингушетии сможет найти хоть какие-то сведения о его дедушке. А вот Ася Кулиева даже не планировала участвовать в акции. Женщина – участница автобусного тура «Экспресс-Кавказ». Приехала из Кабардино-Балкарии в нашу республику на экскурсию. Однако, увидев мобильный пункт, решила узнать о судьбе своего дедушки. Я о нем знаю только не так много, к сожалению, но знаю то, что он был призван тоже в ряды вооруженных сил Советского Союза тогда. А где они воевали и куда дальше путь был, нет, к сожалению, ни писем, никаких фактов не осталось. Единственное, по, опять же, словам, значит, сослуживцев, которые где-то с ним пересеклись и дальше следы его теряются. То есть мы не знаем, где он погиб, где захоронен. Конечно, если есть такая возможность, если у вас, вашей поисковой группой будут найдены хоть какие-то следы. Пока заявления обрабатываются, участники акции возложили цветы к вечному огню. Директор краеведческого музея Магомед Сагов сегодня ищет не своих родственников. Многие из посетителей музея приносят в дар фронтовые письма своих без вести пропавших родственников. Магомед заполняет заявления за них. К нам обращался Полункоев Хасан. Он проезжал Лазаревский, и он там заметил памятник, надгробие. Чанилова ХИ написано, он сказал. Вот до сих пор его близкие, наверное, не знали, где похоронен вот этот наш земляк Чанилов ХИ. И если меня слышат родственники этого человека, пусть обратятся к нам в музей, и мы скажем, где находится захоронение. Один за другим участники акции заполняют заявления. К концу дня будут оглашены предварительные данные. Бойцов будут искать через интернет, портал «Поиск солдата». Кстати, сделать это может любой желающий у себя дома. Для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество или награды фронтовика. Впрочем, если некоторые из поступивших заявлений останутся без ответа, поисковой отряд Ингушетии продолжит поиск сведений, но уже своими силами. Для этого будут подключены не только российские, но и международные архивные службы, с которыми отряд региона ведет тесное сотрудничество. А вот и первая весточка из архива. Буквально пару минут назад из Новосибирска, где также проходит акция, пришли неизвестные ранее данные о 23 ингушах, которые до сегодняшнего дня считались без вести пропавшими. Один вот у меня в руках наградной лист на имя Матиева Салмана Азархановича. Это командир взвода, старший лейтенант. Он первым ворвался в город Смоленск. Его взвод первым ворвался в город Смоленск, и он был представлен в звании Красной Звезды. Об этом у нас нет ни в книгах памяти, ни родственники не знают. Вот эту информацию мы, конечно, передадим, будем искать сейчас родственников их, и передадим эту информацию, и будем дальше работать с ними. В день неизвестного солдата мобильные пункты по поиску пропавших без вести бойцов разместились во многих городах России. На Северном Кавказе они представлены только в Ставропольском крае и Ингушетии. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24.
Сегодня отмечает Международный день инвалидов. Он нацелен на привлечение внимания к адаптации людей с ограниченными возможностями. Этот день объединяет всех, кому не безразличны судьбы людей, нуждающихся в поддержке и помощи. В Малгобекском культурно-досуговом центре прошло мероприятие, приуроченное к этому дню. Его инициатором выступило предприятие «Ингушнефти» в рамках благотворительной акции «Милосердное сердце». Оно проходит каждый год уже на протяжении 5 лет. Задача этой акции – помочь детям-инвалидам сделать их жизнь немного ярче и светлее. У ребят была возможность сделать аквагрим, потанцевать, поиграть вместе со сказочными героями, а также получить подарки. А теперь будет маленький сюрприз. Значит, все говорим вместе со мной. Считаем до 3 и очень-очень громко. 1, 2, 3. Жители и гости Магаса теперь могут провести время за просмотром фильма в новом кинотеатре. Он открылся на базе Центра культурного развития. Назвали его «Россией». Запуск кинотеатра перетекло в представления и конкурсы, приз, билеты на киносеанс. Слово Мадине Пугоевой. Вот так юные посетители Центра культурного развития празднуют открытие нового кинотеатра. Веселье, детский смех и необычные конкурсы подарили ребятишкам море положительных эмоций. Развлекает маленьких жителей Магаса и их родителей известный композитор Владимир Михайлов. Он же певец и знаменитый скрипач. На открытии кинотеатра, несмотря на плотный рабочий график, присутствует и председатель правительства Ингушетии. Руслан Гагиев вместе с детьми принял участие в викторине, участники которой крутят колесо дружбы и отвечают на вопросы ведущего. Готов? Поехали. Вокруг быстро, Победителям викторины дарят 2 билета в кино, благодаря которым они смогут смотреть любимые фильмы на большом экране целый месяц абсолютно бесплатно. Пользуясь случаем, жителей Магаса с этим знаменательным праздником поздравил и премьер-министр. Поздравляю вас всех. Особенно выражаю искреннюю признательность Хизару Борисовичу, особенно искреннюю признательность нашему Министерству культуры Российской Федерации, фонду кино за такой подарок. Конечно, на самом деле, как вы подчеркнули, это действительно очень важное, значимое место для проведения досуга и отдыха для наших детишек вообще. Это такое первичное звено. Я думаю, что в последующем мы будем обязательно уделять внимание и расширять это во всех муниципальных образованиях нашей республики. Вы видите 7 республик СКФО. И 3 вопроса по каждой республике. Да? Кино, национальные традиции, национальная кухня. И дети, наши дети изучали это, да, и родители благодарят. Впрочем, на этом веселье и задорный смех маленьких любителей кино не утихает. Гость праздничной программы Владимир Михайлов еще и профессиональный фокусник. Из его рук то исчезают карты, то появляются монеты, а иногда и вовсе белая бумага может превратиться в денежные купюры. Столь необычное шоу буквально завораживает юных зрителей. Когда я выступаю перед детьми, я их всегда 2-3 фокуса, я учу их. Я рассказываю секреты, чтобы они знали. Потому что у некоторых это просто любопытство, а у некоторых, может быть, тяга есть какая-то к фокусу. Потому что фокус – это удивлять людей, не зарабатывает. Фокус – это удивлять людей. Это маленький праздник. Сразу после официального открытия кинотеатра гости проходят в зал, где уже начинается премьера кинокартины «Легенда о Калаврате». Фильм об отважном воине, который бросил вызов хану Золотой Орды. Один из немногих смельчаков, решивших оказать ему сопротивление. Впрочем, эффекты от просмотра кино на большом экране дополняет и необычная задумка режиссера. Это первая в России кинокартина, полностью снятая с помощью технологии хромакей. В широкий прокат она вышла буквально 2 дня назад. Теперь этот фильм в просторном кинозале могут смотреть и жители Магаса. Мы можем дома посмотреть телевизор, мы можем в любой момент включить любой фильм. Но когда это кинотеатр, когда большой экран, и когда наши дети и мы пойдем совместно, большой компанией, просмотрим фильм, у нас будет и у наших детей будет тема для общения, повод пообщаться, развиваться и культурно проводить время так, как это было в старые добрые времена. Фильм очень понравился, очень ярко, звуковые эффекты очень хорошие и именно непосредственно доносят о древности Руси. Очень интересно, просматриваем со всей семьей, и ребенок очень завороженно смотрит. Вот.
Для того, чтобы открыть в столице республики 3D-кинотеатр, руководство центра провело модернизацию кинозала при поддержке Минкульта России и Фонда кино. А после здесь установили и оборудование. Теперь жители и гости Магаса смогут смотреть отечественные и зарубежные фильмы. По договору Фонда кино 50% мы показываем отечественные фильмы, 50% мировую премьеру. Работать сегодня мы начнем работать, понедельник будет выходной, остальные дни будут рабочие с 10 утра. Теперь в ЦКР Магаса можно будет не только развиваться культурно, но и проводить свой досуг. Двери кинотеатра будут открыты для посетителей каждый день, кроме понедельника, а стоимость билетов составит от 100 до 200 рублей. Мадина Пугоева, Тимур Карахоев, Новости 24. Сегодня в России отмечают и профессиональный праздник юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности. Эта дата установлена указом президента страны от 4 февраля 2008 года. Исторически профессия юриста в России является престижной, но в то же время связана с огромной ответственностью. Дата 3 декабря для праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1864 году, в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Основная цель профессии юриста – установление законной справедливости. Они поют на разных языках, но восхваляют они единую веру. В Назране состоялся вечер нашида. В акции участвовали в том числе гости из Чечни и Дагестана. Там же прошла благотворительная ярмарка, организованная волонтерами клуба добрых людей. Репортаж из Альмихана Калоева. Вечер нашидов, повтора этого события ждали еще с Рамадана. И вот, наконец, священный месяц Рабиуль-Аваль, со сцены вновь звучат исламские песнопения. Выступающие радуют зрителей исполнением как на ингушском, чеченском, так и на русском языках. В зале атмосфера по-настоящему завораживающая. Каждое исполнение восхищает зрителя. Многие, слушая нашиды, вспоминают своего любимого пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Гости из Дагестана и Чечни каждый год принимают участие в вечере нашидов. В этом году к ним подключилась и ингушская вокальная группа «Аса» под руководством народного артиста Ингушетии Алаудина Исмурзиева. В стороне не осталась и женская вокально-исполнительная группа «Ан-Нур» под руководством заслуженного артиста Чечни Исы Самбаева. Третий-четвертый раз уже. Всегда меня принимают очень хорошо. Спасибо всем ингушам, спасибо всем вам. И, пользуясь случаем, хотел бы еще поздравить всех с месяцем Рабиуль-Аваль. Очень люблю приезжать, очень гостеприимная республика. Цели и задачи таких мероприятий, конечно, в первую очередь привить любовь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. А тот, кто будет любить посланника Аллаха, он будет за ним следовать. Все празднуют рождение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Мухаммада. Я считаю, что именно вот такие вечера, они очень полезны для нашего общества, для нашей конкретно молодежи, потому что сегодня духовно-нравственное воспитание у нас стоит в приоритете в большей степени. Вечер нашидов проходит в Ингушетии не первый год. По словам одного из организаторов Магомеда Харсиева, зрители, пришедшие на подобное мероприятие, получают вознаграждение. Ведь в каждом нашиде упоминается пророк Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует. А при упоминании посланника Аллаха каждый произносит салават. Мы вспоминаем жизнь пророка, алейхиссалату вассалам, можно сказать, самое главное событие в истории человечества – это появление на свет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, он является последним из пророков и лучший из всех людей. Насчет важности данного мероприятия, конечно, нам надо частенько успокаивать свои нервы. И на таких мероприятиях, где мы знаем, что у нас в народе давно уже мы постоянно слушаем назмы разные и любим их слушать, и наше старшее поколение. То есть такое мероприятие, оно такое неограниченное мероприятие, где может присутствовать каждый, то есть и стар, и млад, без каких-либо ограничений. Тем временем у входа в зал развернулась ярмарка, организованная клубом добрых людей. Волонтеры решили поддержать акцию. На ярмарке представлены картины, книги, сувениры и даже выпечка. Это выставки различных работ наших ингушских фотографов и даже различная выпечка и продукция.
К концу мероприятия артисты исполнили финальный нашид вечера «Горячая участь пустыни». Горячая участь пустыни и сном зараженный восток. Возрадуйтесь, люди, отныне наш мир озаряет пророк. Такое яркое событие не оставило равнодушным никого. Кастас толчхозы ер, кастас тугаддар, хоббадар яждел хождяга чек. Соча хосхетш. Дал шимяш лиобо беке гнахмен. Жди қырыш вейм темир хествериш дал иш мубофи. Дей босул дикот вахмел гештчну дал ятту баққылvat хмобштал ши. Уже традиционный вечер нашидов будет проходить в Ингушетии ежегодно. Это возможность не только приятно провести время, но и поддержать малоимущие семьи региона. Ведь все вырученные средства от продажи билетов и ярмарки пойдут на благотворительность. Зелимхан Калоев, Мурат Горбаков, Новости 24. Ветераны интеллектуальной игры сошлись на турнире по шахматам. Он прошел в Троицком. Соревнования посвятили Умару Балаеву, который еще в 70-е развивал шахматные игры в Ингушетии. В состязаниях участвовали и представители нового поколения шахматистов. Дана Плиева продолжит. Гадаборшев Амирхан, известный шахматист, деятель наш активный, продвигает шахматы, также является чемпионом республики в составе команды города Назрань. За плечами большинства присутствующих пожилых шахматистов более 40 лет опыта в этой интеллектуальной игре, а у кого-то около 70. Множество наград и званий еще со времен СССР. Ветераны спорта решили передать свой бесценный опыт детям, вот только ребята тоже не совсем обычные. Все они призеры и чемпионы по шахматам, представлявшие республику на разных региональных и международных конкурсах. Одна из них – Мадина Даурбекова, участница прошедшего в этом году второго международного шахматного фестиваля «Башня Согласия». Там же состоялся детский турнир «Надежда Северного Кавказа», где 9-летняя Мадина стала чемпионкой по шахматам среди детей до 11 лет. Сегодня удача юной шахматистки не улыбнулась, но она заявила о себе как о сильном сопернике. У девочки хороший наставник. Мадина – дочь трехкратного чемпиона республики по шахматам Магомеда Даурбекова. Когда мне было 5 лет, когда папа играл со своим другом в шахматы, тогда мне показалась эта игра очень интересной. Когда я хотела сыграть с папой, он говорил: сначала научись читать, а только потом будешь, только потом я начну с тобой заниматься. Вот как я научилась это делать, он начал со мной заниматься где-то в 7 лет. Здесь играют дети со всей республики. Кто-то из них занимается в шахматных клубах, кто-то научился играть в школе или дома. Среди мальчиков достойно показал себя Саид Кадзоев. Он чемпион прошлого года по шахматам фестиваля «Башня Согласия» среди детей до 13 лет. Сегодняшняя игра у нас прошла хорошо. Я играл с опытным соперником, с ветераном шахмат. Я с ним сыграл ничью. Выигрышное положение, потому что он оказался опытнее меня. Большинство партий выиграли ветераны, но есть и те, кто уступил молодежи. Сулейман Хамхоев преподает шахматы в 5-й Малгобекской школе и является прошлогодним чемпионом по этой игре среди учителей. Мужчина был поражен и очень доволен результатами подрастающих шахматистов. Игра молодого поколения меня поразила. Это будущие мастера спорта, будущие гроссмейстеры. Турнир посвящен Умару Балаеву, общественному деятелю, стоявшему у истоков развития шахмат в республике еще 70-х годов. На мероприятии присутствовал сын Умара Балаева. Организатором турнира выступил сам клуб Ади Ахмад. Вел его Тимур Гадаборшев, старший тренер по шахматам этого клуба. Мужчина занимается этим только развивающимся спортом в республике более 10 лет. В этом году уже 3-й раз выиграл республиканский чемпионат по шахматам среди мужчин. Игроки хоть и ветераны, но очень сильные. Многие из них чемпионы республики в прошлом. Поэтому пойдет на пользу такой опыт. Не только практически, но и само общение. Расскажут детям, как они в свое время занимались, без интернета находили какие-то материалы, ресурсы. Как дети, так и взрослые шахматисты получили хороший опыт в этом состязании. Но больше удовольствия турнир доставил ветеранам шахмат. Ведь в их время не было подобных клубов и даже наставников. Многие из них самоучки не думали, что через столько лет этот вид спорта станет интересен и востребован подрастающему поколению республики. Более того, по их словам, будущее шахмат в Ингушетии в хороших руках. И в скором времени мы услышим о новых мастерах в этом увлекательном спорте. Дана Плиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.
Это были все новости на сегодня. Я на этом с вами прощаюсь и всего доброго.